Всем привет! Мы находимся в селе Нювчим. Здесь мы продолжаем строительство дома из профилированного бруса. Не просто дома, а дома-бани параметрами 6×8. В передней части у нас будет тамбур. Тамбур нужен, чтобы теплый воздух резко не выходил из дома. В правой части тамбура можно, например, сделать хозяйственное помещение, а в левой санузел. Заходим дальше в дом и попадаем в гостиную. Видите, это большое помещение, а дальше идет санузел. Также вот сбоку у нас идут парная и душевая. Очень интересная планировка под лестницей, и вот планируется санузел. Давайте взглянем на план второго этажа. Вот мы поднимаемся на второй этаж и видим, что здесь мы можем организовать две уютных спальни. Вон работа идет, профилированный брус тает, да? А дом возводится. Шикарно. Пойдемте внутрь, посмотрим, как идут дела. Вот за моей спиной тамбур, просторный тамбур. Я нахожусь сейчас в гостиной. Вот там идет кухня. Будет кухня. Это леса у нас, которые немножко... Вот там будет кухня, и там уже помывочная с парной. Дом-баня. Дело идет. Плотно все? Ага. Прекрасно. Что сам пиломатериал бывает немного крученый, да, его ведет, и чтобы его зажать, мы применяем вот такие крепежные элементы, узлы силы. То есть обычные нагеля здесь не помогут. Узлы силы, вот такие металлические элементы, которых закручиваем низкообороткой. Вот мы их видим в коробке, их очень много, и они закручиваются. Вот там есть пружина, пружина сдавливает потом брус с предыдущим брусом. Ну, сейчас обращу внимание, как даже при слегка крученном брусе мы идеально выравниваем стены. Сейчас покажу. Вот так брус выглядит с внешней стороны, посмотрите. Обратите внимание на стыковки. Видите, стыковки брусьев. Палец не засунешь, все очень аккуратно. Хорошо собрано. Даже при том условии, что брус он специфический, это профилированный, он играет, то есть это не обычный брус, не строганный, он играет, поэтому его собирать сложно. Даже сухой пиломатериал, может, влагу начинает набирать потихонечку, его начинает крутить. Вот как выглядят стены уже внутри. По сути, та же картина, та же красота. Обращайте внимание на стыковки, стыки брусов. Что там палец не засунешь, все четко, на сам брус. Тут шпаклевка какая-то, да? Я вижу. Или что это? Это вот всякие смоляные карманы, да? Сучки, которые есть в древесине. Это все естественное, сразу хочу сказать. Это естественный рисунок древесины. Конечно, это все очень красиво, благородно выглядит, согласитесь. По сути, здесь еще выделяется смола. Ее надо всю шлифануть, то есть все стены надо еще в идеал шлифовать, чтобы они гладкие-гладкие были, чтобы убрать смолу. А дальше вы можете уже наносить лакокрасочные покрытия. Краску, лазурь, что там еще есть-то? Краска, лазурь, масла, то есть все, что хотите, чтобы придать благородный оттенок вашим стенам. Украсить его. Реально будет очень красиво. Внешние стены дома мы делаем из бруса 140×190. Вот такой мощный брус. А внутренние перегородки мы делаем из бруса 140×140. Вот они там внутри. Ровно? Посмотрите, какая ровная стена. Сейчас уровень покажу.
Нормально собираем. Дома из профилированного бруса — это очень деликатная работа. Очень деликатная. Потому что это уже, можно сказать, чистовая отделка. Ну, согласитесь. И обратите внимание на леса. Это независимые леса, абсолютно. То есть сборка каркаса, чтобы мы сейчас ходили и собирали стены, она независимая, она не привязывается к стенам. Ведь стены портить же нельзя. Правильно же? Это же профилированный брус. То есть с этим пиломатериалом работать сложнее. Работа идет дольше и кропотливее, потому что это уже чистовая отделка, это уже чистовой материал. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом из профилированного бруса, обращайтесь, компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, все предоставим. Ну и будем рады построить дом вашей мечты. До встречи. До встречи.